Тулан лежит, отдыхает. Ну что я привез сегодня, ребят? Привез остатки, что у меня были, там двухметровые доски. Дальше привез листы алюминиевые, вот такие, типографические, или я не знаю, как называется вот правильно. На Тулан, уйди. Этим буду обшивать. Руберой ничего не ставить не стану. Здесь привез 4 доски. И знаете, вот я буду прибивать по 2 доски. Вот так. Вот такая толщина будет. Почему так я буду прибивать 2 доски? Потому что, ребят, у меня не хватает вот такие лаги. 50-ки, наверное. 40-ка, 50-ка. Вот как вот тут я сделал. Я на пилораму даже и не съездил, потому что там, не знаю, пилят или нет. В голову пришла идея, что вот, скажем, у меня были доски 10 на 25. Я прибью 2 доски, и у меня получится, ну, примерно 45 миллиметров толщина. Двойная лага. Ну, как сделаю, я вам покажу. Хотел еще привезти такие угольники вот сюда. Вот сюда надо угольники. Забыл. Просто забыл. Если вовремя не положить, просто вот, блин, когда ты собираешься, много чего бывает, забываешь. Но тут вот так я рубил, как бы, чтобы не скатилось ничего. Он держит там. Он тут. Видно, как он держит. Не скользит ничего. Но хотя бы надо еще вот такие вот по углам, хотя бы через несколько лаг сделать угольники. Дальше привез вот такой, купил сейчас, ну, в Хозмаге там вот такой, как сказать, для умывальника вот такая приспособа. Можно на 1,5 закрутить, можно 3 литра, можно еще там съемную на большие, как сказать, горлышко, бутылку. Вот такой умывальник. В принципе, дешево и сердито. Сделал там. Вот. Жду, когда закипит чай. Поставил уже воду. Здесь у нас, ребят, смотрите, столько грибов. Я не знаю. Не суп будет, а просто похлебка грибная, чисто грибная, очень вкусная. Лук положу, и соль, и все, больше ничего. Просто нож. Вот, просто нож уже сколько показывал. Пользуюсь уже 2-й год. Уже почти, 2 года уже пользуюсь. Нож показал себя на отлично. Вот. Ну и там по мелочи хлам еще. Вот так. Все вроде показал, немножко рассказал. Чуть-чуть проясняется туман, рассеивается. Но на улице дубак. Зря я и не взял бушлат. Мой любимый бушлат.
Ну вот небольшой завтрак. И начну работать. Попью чай, съем помидор и лапшу я еще заварил с яйцом. Для собаки тоже готовится. Как остынет, его тоже накормлю. Rokut kocalanı.
смотрите, ребят, как ярко сейчас, светло. Светит солнце, туланчик. Сейчас немножко покажу, что я сделал. Смотрите, полностью я уже доски прибил. Крыша уже почти готова. Здесь поставил раз, два, три лаги. 4 уже двойные. Потом одна лага у меня лишняя получилась. И я решил вот эти 2, ну пускай тут будет 4 доски. Она будет крепче стоять. Ну и сейчас я уже буду, как сказать, наверное, сперва я сварю суп из грибов. Там уже почти готово у меня. Сейчас еще на крышу. Вот так все выглядит, ребят. Вот. Получается у меня первая доска 1,80 м, вторая доска, наверное, 1,60 м и еще 74, наверное. Вот так у меня получилось. Потому что доски вот такие 2-метровые, остатки. Вот еще сколько осталось. На стол буду делать. Все ништяк. Вот так. И так сойдет. Будет стоять 100 лет и больше. Самое главное фундамент и крыша, а каркас уже будет стоять. Так. Ну, грибы у него, вон, смотрите. Полная кастрюля была, а сейчас вот такое количество. Сейчас я сюда еще добавлю картошку. И будет такой наваристый суп. Смотрите, сколько грибов. Грибов очень много. И он, когда очень много грибов, суп, блюдо вкусно получается. Слюни пошли. Ништяк. Соль достаточно. Еще по пути можно добавить. Только костер у меня погас. Сейчас вот эти остатки еще туда бахну. Загорится он быстро. Тулан где-то бродил очень много времени. Это я куда-нибудь повышу снова. Ну, может, тоже здесь. Нет, наверное, куда-то в другое место, пока не определился, куда повесить. Потому что здесь стол будет. Стол. Примерно вот внутри будет. И здесь, наверное, еще торчит. Ну, из этих досок сделаю, что получится там. Увидим. Смотрите, ребят, вот такие листы, чем я обшиваю крышу. Тут у меня 2 штуки осталось, но, к сожалению, мне не хватило. Сейчас я покажу, что я уже сделал. Вот. Вот те жестянки, это уже вот самый конец сюда поставлю. Мне еще надо 1, 2, 3, 4, 5 штук привезти. Но я не рассчитал, как бы я посчитал, что мне надо 5 штук в длину, ну, и 5 в ширину. Ну, 25 штук я взял. Посчитал я, знаете, размер с размером венца. Вот. А крыша-то у меня, вон, смотрите, сколько торчит еще. Короче, следующий поход я привезу еще 5 штук. Но
Я закрыл вот именно вот эту часть. Там, короче, вот еще осталось открытая, но это не беда. Самое главное вот здесь, если я буду сегодня, может быть, еще буду столик что-то делать, или может и нет. И обязательно я уже буду складывать сюда дрова. Над дровами все это у меня уже будет, крыша готова, и уже не будет. Да, наверное, сегодня я займусь вот этой частью, этой уборкой. Столик, наверное, другой раз сделаю, может быть. Потому что мне самое главное вот это все убрать. И уже сложить вот сюда дровишки. И он уже будет под навесом, не будет попадать дождь. Ну, примерно так. А сейчас я буду, наверное, обедать. Грибы уже готовы. Такой не суп получился, а гуляш такой грибной. Костер потух. Пока работал там на крыше. О, уйди туда. Вот. Ну, это можно даже. Вот, бардак. Вот не люблю вот все это, когда все раскидано, заброшено. Ну, надо все это убрать. Но солнце еще высоко. Еще успеем. Еще поработаю я. Не знаю только сколько сейчас время. Везде эти доски. Это все на дрова пойдут. Ладно. Основное, конечно, я сегодня самое нудное, вот это лаги, которые вот надо было прибить. Все ты измеряешь, прибываешь, поднимаешь, спускаешь, рубишь там. Вот это очень много отнимает время. Потом доски. Понятно, если 4-метровые, там бах-бах-бах прибил и все. А там 3 куска, вот эти доски. Стыки там. О, 2 стыка получилось. Вот первый стык, вот оно. Вот здесь. Первый стык. И получается второй стык вот тут. Вот. Мне лично все нравится. Все четко, вроде как. Смотрите, ребят, какой наваристый. Ну, это грибной гуляш. Я так называл. Тут белые грибы, красноголовики, ну, подберезовики называется. Картошка, лук, соль, вода. Вот это настоящее. Без червей, без ничего. Обалдеть. Вкусно.
Ну вот, ребят, немножко я убрал. Здесь были остатки бревен. И оттуда вот запас дров, что было, я тоже здесь спилил и сложил. Вот уже все под навесом. Уже будет сохнуть, потому что они лежали под дождем. Будут сохнуть и уже будем использовать. Здесь тоже уже убрал территорию. Эти доски пока до завтра будут лежать здесь. Тут подготовил такие стойки для столика. Какой-нибудь столик сделаем завтра. Сегодня уже не буду я работать, потому что на рыбалку надо сходить. Ну и тут тоже немножко убрал. В принципе, бездельник отдыхает. 2 или 3 раза куда-то вон туда ходил, к дороге. Потому что там за дорогой еще озеро. Знаете, вот я думаю, он гоняет не уток, а там, наверное, андатры живут. Поэтому туда он ходит частенько. Да, Туламы? Понятное дело. Вот. На улице тепло. Даже чуть-чуть жарко становится. Я вот как бы бейсболку не взял, а вот в этой демисезонной шапке немножко жарко. Ну, жарко, стены ломит. Будем терпеть. Вот. Ну, примерно так. Эти доски, что использую, уже буду использовать завтра. Сперва сделаю столик, а потом, что останется, что-нибудь придумаю. Вот это все хлам, это на дрова. Сегодня один гвоздь я спилил, потом пришлось подправить цепь. Кругом гвозди вон. Вот. Это потихоньку буду сжигать. Тут тоже дровишки немножко. Вот. А умывальник я снова повесил пока здесь. Но он как бы в полевых условиях можно там куда угодно там в другое место повесить. Там опилки. Ладно. Гайку еще добавок поставил. Как бы он легкий и не полностью закрывает и капает. А вот это для веса, но все равно чуть-чуть надо подтянуть после того, как помылся, подтянуть низ. И он не капает потом. Все герметично. Вот. Вот такой. Здесь наполовину 2 ряда получается дрова. Там короткие, в избушку, а здесь уже для костра подлиннее. Ну так, не стал уже еще укорачивать. Все равно использую костер. Вот, тут будет столик. Чук-чук-чук. Сделаем здесь. Можно сиденье поставить. Здесь. Ну, стулья, наверное. Вот такие. Вот один стул тут у меня. И еще привез там второй. Не стул, а табуретка. Вон там еще вторая. Вон. А, надо еще этот-то занести. Блин, работы море. Точно, потолок я еще хотел обшить. Ё-моё, не знаю, сегодня успею, нет. Просто, блин, вечером может все резко лень будет и все. Хочется отдохнуть потом. Ну, газку. Газку. No lok? Lok tänään. Tule. Lok. Молодец, давай. Газу. Mun este mon kai. Mun este mon. Давай, газку. Тулан. Настырный. А? На монасте, мон. Монасте. Мон, порядок. Мон. Давай.
Молодец. Молодец. Ветер холодный. Я поехал на рыбалку. Тулами. Тут окунь. Тут окунь есть. Чувствую его. Ух ты, вечереет. Уже вечереет. Сейчас я, ребят, покажу улов, что я поймал. Вот она. Золотая рыбка. В реке они светлые. Один окушок только. Все, больше ничего нету. Опа. Сейчас я оденусь и снова на рыбалку. Пока солнце не село. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что в коробке. Хотел без бушки открыть, сделать обзор, но там уже чуть-чуть как бы темно. И у меня освещения сегодня не будет. Знаете почему? Гелевый аккумулятор у меня, оказывается, разрядился. Сразу не проверил. Так, ну тут я вижу ремень. Ремень тройной. Вот. Регулируется что сбоку, что сверху. Дальше крепление на велосипед. Тут еще зажим. Две резинки. Резинки я не знаю, куда это вставляется. Но прищепка, можно фонарик там сюда закрепить, или еще в карман, или еще куда. Тут также зарядка USB и сам фонарик. Вон он какой. Заряжается, ребят. Смотрите как. Магнитно. О. И вставляешь USB. Как и говорил, в этом фонарике 12 режимов. Пока полностью я не разобрался, буду тестировать, показывать в своих видео. О, блин, как ярко светит. Вот тут, смотрите, турбо режим. Меня ослепило немножко. Это, наверное, уже турбо режим. Там 2 раза резко нажимаешь, один режим, 3 раза резко нажимаешь, еще режим. Ну, короче, очень много всяких режимов. Вот. Так, давайте посмотрим. Аккумулятор. Ух, меня ослепило. Вот сюда вставляется резинка, вон. Это вместо прокладки. Водонепроницаемый, он можно там, если в воду упадет, ничего страшного. Вот такой аккумулятор большой. 3500 миллиампер. Огромный аккумулятор. Вот и все. Так что посмотрим, как будет светить он ночью. Сегодня у меня этот ночной светильник будет, потому что у меня, как и говорил, разрядилась гелевый аккумулятор. Вот так крепится он. Сейчас покажу. Вот. Ну и вот так. Все.
Короче, вот такой налобный фонарик сегодня у меня будет. А все остальное упакую. Еще раз повторяю, ссылка будет в описании. Обязательно переходите по ссылке и заказывайте. Если понравится, там очень большой выбор. Все. Короче, я пошел на рыбалку. О! Короче, ребят, я иду в избу. Поставил пару сеток. Не знаю, где собака. О, так похолодало снова. Сегодня, наверное, опять заморозки будут. Собака куда-то ушла. Где-то выше там был выстрел. Очень далеко стреляли. Не знаю, придет собака. Ладно, короче, иду. Уже начинает темнеть. Тулан меня догнал и вперед уже улетел куда-то. Короче, знаете, о чем я сейчас иду и думаю? Это скорее бы дойти до избы, затопить печку и просто согреться. Просто согреться. Мне так холодно сейчас. На улице, блин, сегодня, наверное, совсем дубак будет. Я фонарик ведь взял. Давайте попробуем. О, слышали? Бахнули разок. Так. Ух, ё, смотрите, как светло. Так, если сразу 2 нажатия. Вот это эконом. Ну, стреляют. Это эконом. Еще 3 раза надо нажать. Блин, не успеваю. Это эконом. Короче, этот компьютер... Опа, добивает уже. Ну, сами смотрите, как светло. О, даже можно белку. Белку можно посмотреть. На этой сосне, если он сидит. Вообще светло так. Тут на каракатах ездили, блин. Одним словом, фонарик огонь. Но я еще полностью не разобрался. Это переключатели. Вот 12 режимов. Я только... Ну, этот еще... О, Тулан. Так, подождите. Вот я и говорю, я что-то вот я не так делаю. Так, если вот... Просто мне... Как-то сейчас... Что-то я туплю, короче. Как-то он включается несколько режимов. Нет, не умею я. Это даже, знаете, вот 100 с лишним метров легко. Можно там точку сделать как-то. Ладно, сейчас я этим играться не стану. Разберусь, другой раз я полностью покажу, наверное, но не сегодня. Что-то я не умею. 12 режимов, 12 режимов. Как-то еще крышку надо открутить, немножко расслабить там. Ну, надо разобраться. Но факт, что смотрите, как светло. Ярко светит, очень ярко. Прям вообще жесть, как ярко. У-у-у. Медведи тут бродят. Ух, блин. Ай, как скажу, медведи, блин, сразу нехорошо. Вот смотрите, какая елка. Ё-моё. И эти звезды. Первый раз увидел осенние звезды. Вон они, звезды-то светят. Это уже новогодняя елка. Вон какая огромная, блин. Ой-ой-ой. Это да.
быстро-быстро я буду идти. А без света, вон, смотрите как. Ничего не видно. Ничего не видно. С фонариком лучше. Ну вот, наконец-то изба, ребята. О. Так. Первым делом затоплю печку. Надо постелить постельное и отужинать. На ужин у меня еще грибы, остатки. Вполне достаточно. Тулана накормил и посадил на цепь. Он в будке сегодня будет ночевать. Посадил на цепь. Завтра, может быть, с утра я схожу на охоту. Сейчас немножко вечером постреляли. Я пока ставил сетки, видел двух кряк. Ну, просто вот на глаза попались, они где-то выскочили и летели. В лед я их видел. Позвонил домой. Виктор мне говорил, чтобы с теплицы все уже убрала она. Огурцы, что остатки, там помидоры. Там, говорит, уже основное все убрано. Потому что сейчас в эту ночь мощные заморозки будут, мощные. Завтра встанем с утра и все, но думаю, здесь луга будут белым-бело. Вот так. Пришли первые заморозки. Считай, 8 сентября. Сейчас чуток я поболтаю. Не могу нарадоваться, ребят, тому, что я уже пользуюсь 2 года, наверное, или сколько там. 2 года, наверное. Когда мы ремонт сделали здесь, установил я буржуйку, железную печку. Вот пришел я с рыбалки, я замерз, затопил там печку, и смотрите, 15 минут прошло. 15 минут. Ну, блин, давай пускай будет, пусть будет полчаса. Плюс-минус там 5 минут. Пока заготовил дрова, я затопил печку, заготовил дрова, там 4 полена, наверное, или сколько там я расколол на ночь, там, если вдруг подкинуть дрова, я снизу венцы ничего, как сказать, не утеплил, все открыто, летний вариант еще у меня, все открыто, нижние венцы, что с западной стороны, что с восточной стороны, все открыто. Блин, полчаса прошло после затопки, и я уже в футболке сижу. Контролирую температуру, сами знаете, какая у меня печка. Температуру держит там 25 градусов. Ташкент. Вот. Ну что еще сказать про сегодняшний день. Немножко показал вам свою работу. К сожалению, вот сейчас я этот провод мне попалась вон. Этот провод. Это освещение. И, к сожалению, у меня, я знаете, вчера
заряжал. Ну как заряжал? Пытался зарядить. Вот этот гелевый аккумулятор. В прошлом году я пользовался, я и ни разу ее еще не заряжал. Вчера пытался своим зарядкой, которая уже видно ни хрена не заряжает. Ну как не заряжает? У меня вот что вот этот регулируешь амперы, вот, которые вот куда ставить. Вот этот переключатель у меня сломался. И ну, блин, какой-то вот сигнал какой-то шел, как бы, ну, зеленый свет моргает. Я думал, потихоньку заряжает. А ни хрена. Полный ноль. Вообще он сдох. Но я с Алиэкспресса сейчас тоже заказал зарядку. Не знаю, какая зарядка придет. Сейчас скидка там была. И дай, думаю, этот, как я закажу. Как придет, я попробую еще им зарядить вот этот. А может и, я не знаю, получится или нет. На осеннюю охоту мне вот этот аккумулятор, конечно, нужен. Но, к сожалению, сегодня я без яркого света. Вот сейчас к пауэрбанку у меня подключен диоды. И все. Так, про Армитек я вам рассказал. Про фонарик. Вон он. И сам фонарик, вон он. Короче, мне надо разбираться еще. И вот я включил сейчас. И когда держишь, просто вот включаешь и держишь. Вон. Режимы тоже переключаются, оказывается. Вот. Это не яркий такой свет. Вот это яркий. Но есть еще режимы. Но просто я не могу сейчас в данный момент вам показать что-либо. К сожалению. Надо разбираться. Так, сейчас я буду есть, кушать. Холодный гуляш грибной. Хотел завтра еще грибы пособирать, но смотрите, что творит погода. Чуть-чуть я не успел. Он холодный, тоже вкусный. Не надо греть. Наоборот, вкуснее. Вот так и кушаем. По-таежному. Это в ресторанах или в фильмах, сериалах. Маленький кусочек на кончике вилки там набирают и полчаса жуют. Я так не могу. Вкусно. Вроде все рассказал и показал на сегодня. Сейчас я буду дальше ужинать, попью чай и просто завалюсь спать. Я устал, честное слово. Не знаю, где у меня смартфон. Найти бы. Так. 20 часов 11 минут. Время. Встал я сегодня 4 часа. Больше 12, 16 часов уже. Пора и отдохнуть. Вот. Ладно, ребят, встретимся завтра. Посмотрим, что будет завтра. В планах у меня завтра еще побродить с ружьем. Озера проверить. Не знаю, может и в избах тоже охотники есть, но посмотрим, как будет.
заберу сетки, проверю, какой улов будет, также я покажу. Ну и грибы, ягоды завтра будет. Надо еще мне грибы, ягоды пособирать. Ну и столик, может, что-нибудь этот. Буду строить еще столик там в беседке. И все. Да и этот день, световой день, на всю это мне просто не хватит. Да и мне надо потолок еще обшить. Не знаю. Что-то я думаю и... Посмотрим. Все как будет, увидите завтра, ребят. Пока я отдыхать.